Сегодня мы вновь отправимся в Горный Улус. В гости к себе в село Дикемдя Мытахского наслега нас позвали наши давние герои – приемная семья Павловых. Мы застали главу семьи Леонида Ильича вместе с приемными сыновьями за работой. Дружно и слаженно они очищали загон, в котором содержатся лошади. Работа нелегкая, требует больших усилий, и помощь сыновей 16-летнего Дмитрия, 13-летнего Саши и 14-летнего Димы очень важна для Леонида Ильича. В большом доме Павловых, где уют создан благодаря Людмиле Дмитриевне и старшим дочерям, живут 8 приемных детей, а также 2 старшие дочери и сын. Занятия по интересам есть для каждого. Ведь всегда рядом находится мама Людмила Дмитриевна, а она занимается домашними делами, пока Леонид Ильич с мальчиками трудятся по хозяйству. Сайын юкшин биятын көмөлөйнөр бит окко маннаттан кыхын устататын яга текалрат үллете үленнен токтубут итебит якка мастарын киллер масмус киллер итекенлеринен баратар тууру үлүлү хырдер болгон бәдәрәтен таккан көмөлөн кирен баралар оннага халлар даганы тарбия кахатаһынан инде Рочесту херигар үлелдак болбакты. Огрокко укутаһынан бебелеринде көрсөдүлөр. Кораларын көрөлөр. Взаимовыручка и поддержка друг друга – главные принципы семьи Павловых. Дети с малых лет учатся самостоятельности, старшие во всем помогают и учат младших. И благодаря этому в семье все всегда делается быстро и слаженно. Младшие дети пока особо не помогают папе по хозяйству, но любят наблюдать за лошадьми, коровами и недавно родившимися телятами. С раннего возраста дети видят, как трудятся взрослые, сколько усилий они вкладывают в уход за животными, а чуть повзрослев, сами станут главными помощниками по хозяйству. Жизнь в деревне имеет много плюсов. Дети здесь могут как трудиться, так и отдыхать, кататься на лыжах, что бесспорно развивает их физически и укрепляет здоровье. И это радует. Ведь дети, живя в семье, где все делается для их развития, получают возможность видеть семейные отношения, овладевать трудовыми навыками и всесторонне развиваться. Успешному воспитанию детей способствует и активное участие Людмилы Дмитриевны и Леонида Ильича Павловых в жизни родного наслега. Одно из важных мероприятий – встреча приемных семей с улусным отделом опеки и попечительства. Каждый год мы обязательно проводим вот такие мероприятия, более просветительские, да, какие вот меры поддержки им оказывается, да, и постоянно вот держим связь со своими приемными семьями. Очень активные у нас семьи. Вот, например, да, в прошлом году, в 2021 году, в республиканском конкурсе в номинации «Многодетная семья» у нас первое место заняли вот наша именно приемная семья, семья Павловых из Мытахского наслега. Мы очень гордимся ими, очень активная семья. Всегда во всем они поддерживают и активно участвуют во всех мероприятиях. Победа приемной семьи Павловых на республиканском фестивале «Семья года-2021» в номинации «Многодетная семья» явилась высокой оценкой нелегкого труда по воспитанию детей и признанием значимой роли приемных семей.
В этом году мы проводим 20-й юбилейный фестиваль республиканского конкурса «Семья года». Это очень большой, очень значимый для нас фестиваль. Он направлен на популяризацию семейных ценностей, на поддержку семейных традиций. Ну и, конечно, по всей республике в течение года мы с участием органов местного самоуправления проводим несколько этапов конкурса. И вот буквально в декабре ежегодно эти итоги подводятся. Чествование и награждение лучших семей Якутии за их заслуги – безусловно, большой стимул для всех и особенно для приемных семей республики. Павловы – обычная сельская семья. Они живут в родном Мытахе постоянно, уже много лет. Когда свои дети выросли, Людмила Дмитриевна и Леонид Ильич взяли на воспитание детей, которые нуждались в семье, любви и заботе. Старшие родные дети во всем поддерживают родителей и помогают в воспитании приемных. Людмила Дмитриевна уделяет внимание всем своим детям и старается дать им всестороннее развитие. Ты это из чего сделала, расскажи. Вот это цветок. И птичку. Водичек. Ты сама сделала или тебе кто-то помогал? Я сама сделала. Сама сделала? А из каких материалов, расскажи, что ты использовала? Тут вата. Тут фломастер. Тут тоже. Тут вата. А тут тоже вата. Старший 16-летний приемный сын Дима учится в физико-математической школе. Приезжает домой и во всем помогает родителям и опекает младших. Главное его увлечение – бокс. Отон күрөктеге ден бастан үһүс класстан боксандан хагалаабытым. Отон убай биринне кучуйдага де. Онно жарыктан мана жарыктан мен курдук таккыгын кайыган ден. Онно кырардакпыттан хагалаабытым. Ота бәм дейден хагалаабытым. Уже улап рейпин. Уже бастан барстой турнирдерге күрөктен хинтаккаман. Кенне күрө республиканская ген кисеман уже хогоругун барпыт. Анабырынан, ол Алтайский крайынан. Тахами раптым Алтайский край болар. Онтон пока үйрәкен келен огиеген келен хин уже токтотум пока. Бастан турнирдерге хин киссен хин пиристері де шөйеті киссибитим. То жоннорым эме көңүлдүктөрүн атын жоннорым көңүлүлөр тонно. То билген уже үйрәк. Тон бәйем оғлығым ден жоннорбар мақтынабын. Тон билген итен такайын боксынан да тахаран үленнен дағаны. Тонна хайнары кыһыннары үлел бақы. Күрө тутаһына, қатырык ыралтаһына әббәқ бары кәли. Жетәгәр бәқ тұқым яғын. Оныман тұрорсағын, оғыларын нүртуқтарын, қомы яғын, ына қағатағын, ұйығын. Ыттары да көрағын. Мен 11-хінен бітірәуін. Тренер дөйлі автомеханикынан да керекін барын. Ортоны үйерінен ман уже үдді көрекқа. Тұтар сықтақпын бұты бағағына. Толуы денерінеуін. Тол автомеханик үддігер кіддақын еме үшей болу. Үдді қамнастақ. Химбир жекергенінің семьяланын ұруланын. Оларға химбир білім барда қатшы олай. Білген қатшылынан ембан семьяң ұстау дейін. Приемные родители Людмила Дмитриевна и Леонид Ильич учат Диму не только труду, но и через стихи народного поэта Якутии Семена Данилова прививают Диме уважение к родной культуре. Семен Данилов қағана. Әппер иемі өтін күтті, еңмет-әмет бұғыта. Күлстігайна кымыт сыттақ сақам мандар саңата. Кенемейген таптыр, ыллыр, тыннақ сырдық дуағалыр. Кенемейген кырыр алгыр, әрдақ қоғын саналыр. Герои нашей передачи, приемная семья Павловых, вызывают искреннее уважение. Простые люди. Людмила Дмитриевна – руководитель социума в своем Тёльбе. Леонид Ильич всю трудовую жизнь работал водителем. Сейчас супруги оба на заслуженном отдыхе. И главная цель их жизни – воспитание детей.
Они пример для всех нас, пример бескорыстного труда на благо детей и их будущего. Знакомьтесь, братья Миша и Коля и их сестренки Маша, Настя и Сашенька. Большая дружная семья наших замечательных детей прибыла к нам в детский дом недавно, летом, в июне. Начнем со старшего. Его зовут Миша. Это самый старший брат, он опора всех этих детей. Дальше у нас идет средний брат Коля, мастер на все руки. Вот у нас недавно привезли мебель. И Коля своими руками собрал 14 шкафов. Что Коля, что Миша, это вот такие настоящие старшие братья. Младшие девчонки всегда могут обратиться за помощью. Дальше у нас идет Машенька. Она у нас любит рисовать, петь, танцевать. Вот недавно она показывала моду. Настенька и Сашенька — это вообще две наших любимицы нашего центра. Они очень ласковые, талантливые, везде участвуют. Вообще это такая дружная семья, они все как один. Любимое увлечение братьев – рыбалка. Какую самую большую рыбу вы поймали? Я на удочку, щуку. У сестренок есть как общие увлечения, так и свои интересы. Я с детства занимаюсь боксом, с 4 лет. Я люблю со своими младшими сестрами играть. И еще я хочу стать, когда вырасту, военным. Настя, расскажи мне, что ты любишь делать? Я люблю рисовать. Я любила новогодний ешь. Там живут ешабубы. Я люблю рисовать. И когда я хочу вырасти, я хочу стать поваром. Наши братья нас подкидывают на руках наверх. И мы любим заниматься в спортзале. Спортзал – любимое место детей. Здесь они занимаются под руководством преподавателя и с огромным желанием учатся играть в теннис, дартс, занимаются на тренажерах. Мы очень надеемся, что для Миши, Коли, Маши, Насти и Сашеньки найдутся те, кто сможет принять их в свою семью.